Есенмәңгіз, хөрмәтле президент, форум делегатлары. Я буду говорить по-русски. Уважаемые коллеги, мне сложно говорить, так как здесь хорошо, красиво выступала женщина, она просто уникальна. Немножко расскажу о своей фирме, о научно-производственном агрохолдинге «Курган-Семена». Мы занимаемся селекцией зерновых, зернобобовых, семеноводством зерновых, зернобобовых и масличных культур, производим растительное масло, муку, занимаемся элеваторной деятельностью, зернотрейдингом. Имеем 23 тысячи гектаров пашни, емкости складские под зерно 250 тысяч тонн, 800 работающих, из них 14 научных сотрудников, 4 доктора наук, 6 кандидатов. Расположено наше производство в 9 производственных объектов в 8 районах области. И нынче 18 марта, так совпало, в день выборов, нам исполняется 30 лет. Мы разработали своим научным центром оригинальную систему региональную семеноводства, адаптированную к рыночным условиям. Ведем собственную селекцию, первичное семеноводство, занимаемся агротехнологией. Наш объем производства и реализации семян высших репродукций 20 тысяч тонн ежегодный, потенциальная возможность 40 тысяч тонн. Поставляем семена в более чем 30 регионов России, Казахстан, Монголию. По данным Минсельхоза России мы являемся лучшей частной семеноводческой компанией России. Участвуем в работе международных семеноводческих сетях КАСИП и СИМИД. Являемся авторами 13 сортов. Мы разработали оригинальную влагосберегающую технологию для условий засушливых. У нас современная посевная и уборочная техника, вся она обеспечена навигационным оборудованием. Технологические процессы находятся под автоматизированным контролем. Имеем сельхоззавод по производству 20 тысяч тонн семян, протравленных, инкрустированных и законтаренных в емкости от 50 до 1000 килограммов. Наш агрохолдинг является площадкой для обучения. Ежегодно мы проводим День семеновода, День полисеменовода, который посещает более 500 человек. Провели за эти годы 5 научно-практических конференций и семинаров. Нынче будем проводить шестую научно-практическую конференцию, посвященную 30-летию научно-производственного агрохолдинга «Курган-Семена» под эгидой также Минсельхоза России. Занимаемся производством растительных масел. Производственные мощности наши по переработке 45 тысяч тонн, суточная 150 тонн, это по сырью. Емкости хранения масла 1500 тонн. Производим муку на современном автоматизированном мельничном комплексе. Годовая производительность 16,5 тонн, суточная 55. Имеем элеваторные мощности, 2 линейных элеватора, Курганский и Варгашинский. Собственные железнодорожные пути, которые позволяют ежедневно отгружать до 50 вагонов. Приемка в год у нас порядка 200 тысяч тонн, 500 тысяч тонн комплексы, ежегодный грузооборот. В год мы отгружаем до 3000 вагонов. Имеем собственный вагонный парк, 30 хопперов зерновозов, 15 зерновозов автомобильных. Занимаемся зернотрейдингом, за год отгружаем порядка 100 тысяч тонн зерновых, ежемесячно порядка 8 тысяч тонн. Поставляем продукцию в Уральский федеральный округ, европейскую часть России. Имеем награды, 15 золотых медалей всероссийских выставок «Золотая осень», 13 региональных премий нашего земляка, академика, почетного Терентия Семеновича Мальцева. Являемся базовым предприятием Курганской сельскохозяйственной академии имени Терентия Семеновича Мальцева. Мы включены в реестр ведущих научных организаций России. Имеем свою корпоративную культуру. Это собственный гимн, флаг, лозунг, логотип, газета и интернет-сайт. Не могу не озвучить здесь свой лозунг, или наш лозунг. Качественные семена, стабильные и высокие урожаи, богатая Россия. И финансовые показатели. За прошлый год наша консолидированная выручка 2,2 миллиарда рублей, рентабельность 12%, объем инвестиций был вложен в производство 220 миллионов рублей. Ну а сейчас я хотел бы перейти к сути своего доклада.
и рассказать о роли семян. Зачастую это недооценивается. Семена – самый дешевый фактор в получении стабильных, высоких урожаев с хорошим качеством. Только при посеве качественными семенами районированных сортов можно получить наибольшую отдачу от удобрений и агротехники. В этом случае мы получим урожай с низкой себестоимостью и наивысшую прибыль. При посеве некачественными семенами ни один агротехнический прием не поможет устранить потери, если даже вы позолотите почву. Качественные семена районированных сортов стоят на первом месте по формированию урожая. Их доля составляет более 40%. Семена по этому показателю обходят удобрения. Доля удобрений в урожае составляет максимум 35%. Чтобы быть успешным, надо семенам уделять особое внимание, соблюдать сортосмену и сортообновление. И мы рекомендуем сеять семенами не ниже 3-й репродукции. Если будете сеять семенами низких репродукций, то не получите тот эффект от семян, о котором я говорил выше. Почему? Потому что в семенах с годами накапливаются болезни, идет расщепление, засоряются сорняками и вредителями. В результате теряются урожайные свойства. Мы поставляем семена от Калининграда до Сахалина и Камчатки, в Казахстан и Монголию. Нынче будем отгружать в Киргизию. Наши семена на российском рынке по качеству и цене конкурентоспособные. У нас элита стоит в зависимости от культуры и сорта от 12 до 16 тысяч рублей за тонну. Наши семена славятся своим качеством благодаря тому, что мы, в отличие от других семеноводских фирм, работаем в первичном семеноводстве по классической схеме. Да, это сложно, тяжело, но зато мы имеем очень качественные семена. А это имя – это рынок. Сорта, с которыми работает наш агрохолдинг. Пшеница мягкая, яровая мягкая, Омская 36. Сорт номер 1 в России среди яровых мягких пшениц. Отличается высокой пластичностью, засухоустойчивостью, формирует высококачественное зерно. Среднеранний, устойчив к неблагоприятным природно-климатическим условиям. Районирован по Волго-Вятскому, Средневолжскому, то есть и в Татарстане, Уральском, Западно-Сибирском регионах и в Республике Казахстан. Пшеница Тобольская, высокоурожайный, засухоустойчивый сорт, районирован по Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. Среднепоздний, отлично выдерживает июньскую засуху и за счет растянутого периода всхода колошения, во время которого и формирует интенсивно корневую систему. Урало-Сибирская, сорт интенсивного типа, районирован по Волго-Вятскому, Средневолжскому, это также Татарстан, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому регионам, а также в Республике Казахстан. Максимальная урожайность в производстве 67 центнеров. Сорт устойчив к засухе, полиганию, болезням, имеет повышенную устойчивость к неблагоприятным факторам среды, обладает высокой озерненностью колоса и сохранностью стеблестоя, формирует высококачественное зерно. Урало-Сибирская 2, новый сорт, будет предложен рынку к реализации под урожай 2019 года. По сравнению с сортом Урало-Сибирской имеет более короткий период вегетации, вместе с тем обладает более высоким потенциалом урожайности. Слова большой благодарности от татар, проживающих за Урале, вам, Рустам Нургалиевич, за оказанную помощь в сумме 5 миллионов рублей на ремонт областного культурного центра татар. Ремонт будет завершен к 1 июля. Кроме того, вами был нам подарен автобус. Он нам очень был нужен. В декабре у нас успешно прошли дни татарского просвещения, и к нам приезжала делегация во главе с вице-премьером, министром образования Фатлиховым. Летом с 14 июля у нас при поддержке президента Татарстана Минниханова Рустама Нургалиевича и губернатора Курганской области Кокорина Алексея Геннадьевича будет проходить всероссийский сельский сабантуй в районном центре Армельево. И для проведения этого праздника из бюджета Курганской области на обустройство райцентра и праздничной площадки выделено 44 миллиона рублей. Чакырган Эчин Рахмат.